8:40 утра нам поступило экстренное извещение о госпитализации больной Суинда Клашинарай в инфекционное отделение с диагнозом пищевая токсикая инфекция под вопросом. При эпидрасследовании выяснено, что женщина употребила полдак с мясом накануне вечером. Естественно, сразу были в очаге проведены противоэпидемические мероприятия. Были отобраны пробы воды, продуктов питания, смыты, и от контактных также были взяты анализы. Затем в тот же день около 14:20, наверное, поступило второе экстренное извещение о том, что поступила в инфекционное отделение еще девочка, Костанкова Фируза. Мы тогда уже пошли, это уже был второй подъезд. В первом подъезде жила Суинда Клашинарай, во втором подъезде Костанкова Фируза. При эпидрасследовании, когда зашли в подъезд, специалистами был обнаружен какой-то запах. Ну, и пришлось делать обследование по двору всех квартир. Тогда вот выяснилось, что в 25-й квартире накануне, то есть 21 ноября, была проведена дезинфекция против тараканов и клопов. Хозяина квартиры не было, и он там на 2 дня закрыл квартиру, так как ему дезинфектор так его проинструктировал. Его где-то после обеда мы нашли, он пришел, открыл квартиру, тогда мы уже там взяли пробу воздуха. И в квартире тоже взяли пробу воздуха. Проведена была дезинфекция против клопов. Их только склады стоят у нас на учете, они у нас не проходят регистрацию, но уведомляют о том, что открылись на нашей, например, территории. Должны дать уведомления. При проведении дезинфекционных мероприятий они, конечно, должны были жителей всех оповестить, наверное, расклеить объявления там в подъезде, и также в каждую квартиру можно было оповестить. А вас оповестить они должны были, нет? Нет? Уведомили они, вот эта компания, которая зарегистрировалась, они уведомили? Эта компания, я же говорю, что она город Алматы, а вот этот дезинструктор, он в городе Ахтар находится. На территории Мунаймы нет. Если нет, это уже дальше вопрос, как сказали, будет проведено расследование. Травили препаратом Квикфол. Как? Квикфол. Он зарегистрирован в Казахстане? Это жидкость какая-то или что это? Таблетированная таблетка. А как они так Сейчас, на данный момент, я вам тоже не могу Жок, сейчас информацию больше сказать. был дезинфекционный препарат зарегистрирован, да? То есть это не шашки были? Нет, не шашки. Это таблетированная. А как могло вот так вот запах распространиться от таблеток настолько на 2 подъезда? То есть какой-то раствор какой-то? Они не горят, они просто при взаимодействии с воздухом, видать, образуются какие-то газы. Это тоже пока все. Уважаемые коллеги, это все в рамках расследования будет вам сообщено позже. На данный момент нет такой информации, вы тоже поймите. А вот этот Квикфол, он разрешенный в Казахстане или нет? Это тоже будет выясняться в рамках расследования, скорее всего. Есть же единственный реестр препаратов. Да, в реестре он имеется, разрешенный, не разрешенный. Они не проверяют, только начали проводить расследование. Предприятие находится в Алмате. Нет, вот вы скажите, пожалуйста, по поводу результатов анализа. Вы сначала сказали, что они курдах ели, что-то ели. Потому что это было же первичное экстренное извещение, нам дали пищевая токсикая инфекция. Но это подтвердилось? Не подтвердилось. Пробы вообще в течение 3 дней. Мы вчера отобрали утром, значит, нам либо в воскресенье после обеда, либо в понедельник. То есть предварительно вот это пищевое отравление не подтвердилось, да? А окончательный диагноз на какой? Психологическое отравление или что? Окончательный диагноз выставляют. То есть вы поняли, что это не пищевое отравление после того, как поступили из другой семьи, из этого же После дома? второго случая мы пошли уже обход делать, когда уже выяснилось, что одна квартира делала. То есть пострадавших, получается, 2 квартиры, да? Да, С 2 семей, да? 2 семей, да.